Даже словами не выразить, что, оказывается, дает персональная выставка. Я-то раньше думал, ну выставка как отчет своих работ, то, что ты сделала. Оказывается, совсем по-другому начинаешь думать, совсем видишь свои фундаментальные ошибки, видишь то, что можно исправить, можно подать по-другому. Даже есть сомнения в своих способностях, появляются сомнения вообще во всем, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Но мне кажется, что гораздо лучше, когда это пришло, это время, допустим, вот, грубо говоря, да, ну, может быть, это совпадет с какой-то датой, может, нет. Просто мне пришло озарение в прошлом году, что надо вот это вот уже сделать, воплотить. Ты же знаешь, я готовился же к персональной выставке очень давно, лет 6. Все эти работы я отодвинул назад и сделал новые. Абсолютно за год новые работы получились. 7 работ. Работа над мифами, ну это же, есть же создание работы, вложение в него какого-то смысла. Миф — это вот как мы представляем себе мир, если у нас нету науки, если у нас нету, ну, ничего, кроме нас самих и искусства. Ну и скульптура тоже так же рождается, как будто у нас нету ничего, кроме куска глины, куска пластилина. И как бы рождение мифа и рождение скульптуры, я думаю, это одинаковое какое-то состояние. Поэтому захотелось прикоснуться к чему-то большому, великому, своему национальному, попробовать выразить себя, показать, что, как я вижу Олонхо. И поэтому и родилась такая выставка. Это актуально всегда. Наверное, просто приходит время для каждого художника, наверное, открыть в себе, то есть попробовать прикоснуться к этому большому. Потому что я раньше не решался, потому что это же грандиозное произведение. И потом смотришь графические работы Карамзина, Лея Сивцева, Сиксяя Парникова и думаешь, Джулстану Байтунова, да, думаешь, разве это можно сделать в скульптуре? И как-то все время останавливало. А тут подумал, а почему бы и нет? Надо попробовать. Если получится, это хорошо. Если не получится, то, попробовал. 3 года, наверное. А созрел полностью в прошлом году, да, в 45. Царем пернатых мир его зовет, и он как будто это понимает. Всех смелостью и силой поражает, и выше туч вздымает свой полет. И ждут окованные братья, когда же зов услышат твой, когда ты крылья, как объятия, прострешь над слабой их головой. А надо ли ощущать эту грань? Потому что некоторые личности, их, сам
сама судьба, сама история диктует делать их легендарными. Немножко утрировать, что-то гиперболизировать. Некоторые личности исторические, такие большие, они должны быть героизированы, а те, что чуть такие же великие, но, допустим, не глобально, их хочется иногда сделать теплее, ближе к человеку, и поэтому пытаешься сделать их, очеловечиваешь, как-то делаешь их ближе к народу. Такие, допустим, писатели, да, зачем их легендаризировать и ставить на высокий пьедестал, их хорошо посадить рядом на лавочку, чтобы можно было пересесть, посмотреть, подумать. Растам. Это нет. Не знаю, наверное, во всем есть что-то показать, чтобы зацепить человека, зацепить эмоцию какую-то. Все равно, наверное, что-то в этом, должно быть. Женщина всегда чуть-чуть как море. В море в чем-то женщина чуть-чуть. Ходят волны где-нибудь в душе, спрятанные в худенькую грудь. Чуя бранную потеху, блещут удалью глаза. По булатному доспеху развивается коса. Я не думаю, что кто-то так делает. Кто-то умышленно делает героя. Это, наверное, просто какая-то народная любовь делает их, эти работы какие-то значимыми. Или, не знаю даже, время отфильтровывает что-то лишнее, и работа превращается во что-то другое. Любой человек может стать героем, если он переборет себя, переборет систему, переборет, науку, все что угодно. Главное значимо вырасти над собой, наверное. Я могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам, без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге.
Когда ты был у меня в мастерской, они все были. Я их делал примерно год. Но чем не нравилось, не было динамики, не было движения, не было как-то такого, того, чтобы меня удовлетворило как мастер. Поэтому очень долго над ней работал. Ну, тут очень много эскизов поменялось. Тут и крылья были, и совсем другой штатив, и другие движения были. Ну, много чего хотелось, и доспехи хотелось одеть, и без доспехов, не знаю. Но это процесс же, процесс работы. Это никогда не бывает одинаково. Ты видишь конечную цель, но видишь его как образ, как что-то, ну, непонятное. Ты его не можешь ни нарисовать, ни слепить. Просто ты должен этого достичь постепенно, начиная с первого наброска, заканчивая уже конечным изделием. Вот когда ты приходишь и думаешь, вот все, я дошел, вот да, так оно должно быть. Но часто иногда не доходишь, останавливаешься на полпути. Особенно это бывает с такими работами, которые на заказ, потому что есть время, сроки, и ты не можешь отложить работу и подумать хорошенько. И тени сгустились, и тени прошли, блеснуло кровавое пламя вдали. Со светом кто-то на слезы бежал, копытами землю сырую взрывал. Лукаво подмигивал, взором блеснул и длинные руки ко мне протянул. Здорово, товарищ, я слышал твой зов. К тебе я примчался из бездны веков. Я счастья не мог позабыть своего. Все слышал раскатистый хохот его. Когда ты делаешь одну работу беспрерывно, то ты все равно приходишь в ступор. Ты не можешь эту работу сразу начисто сделать. Все равно есть черновики, есть какие-то отрицания, хочется сделать все заново, по-другому. И вот постепенно все равно, если ничего не делать, то работа и не двигается. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло, кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.